Вот как вы думаете, ребят, у каждой спецслужбы свой какой-то спецсигнал или все-таки они все разные? Ой, все одинаковые? Свой. У каждой свой спецсигнал. У здания кванториума в этот день буквально нет свободного места. Друг за другом в ряд здесь стоит современнейшая спасательная техника. Это и машины скорой помощи, и противопожарной, есть даже экипаж стражей порядка. Вокруг него больше всего мальчишек. Ведь здесь перед глазами все то, что ранее ребятня могла видеть разве что по телевизору. Вот, к примеру, средства принудительной остановки транспорта. То самое, что помогает остановить лихачей на дороге. Как это работает в жизни, подробно рассказывает инспектор. Он же демонстрирует и другие орудия в арсенале. Шокер, наручники и бронежилет. Смотрите, у нас вот есть бронежилет, каска, да, настоящая, она такая тяжелая. Давай померяем. Одевай каску. А бронежилет оденешь? Сможешь? Рюкзак снимай. А это желтая машина «Современная скорая помощь». Почему для нее выбран столь яркий цвет, ребята отвечают без заминки. Конечно, чтобы в условиях городского трафика она была видна всем, без исключения водителям. Ведь они обязаны уступать ей дорогу, тем более, если на машине горят проблесковые маячки. Это правило непреложно, отмечают медики, ведь речь идет о жизни и смерти. Пока машина движется к больнице, внутри нее врачи пытаются спасти людей. Значит, машина оснащена всем необходимым для обследования пациентов, как на дому, на любом месте вызова, так и для их госпитализации в стационар. Да? По необходимости можно, значит, на носилках лежа, сзади есть место для сидения, можете поближе подойти, посмотреть, заглянуть. Тем временем внутри самого кванториума не менее многолюдно. Здесь работает множество интерактивных площадок. Дети также примеряют амуницию, на этот раз пожарного, и с особым любопытством рассматривают всяческие приборы. Сегодня на вооружении у спасателей они самые разные, начиная от традиционных и самых простых и заканчивая новейшими техническими. Меня видно? Рукой видно? Это, к примеру, тепловизор, а еще в арсенале и беспилотники самых разных модификаций. Впрочем, неподдельный интерес у школьников вызывают и старые добрые противогазы. Очередь за ними выстраивается не менее внушительная. Представлены средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, это противогазы, это у нас самоспасатели, это камеры защитные детские. Детям, я так понимаю, это будет интересно, потому что хотелось бы даже сказать на телевидении, что все должны понимать, что противогазы, они не применяются в условиях пожара, то есть они не защищают от угарного газа. А еще своими руками юные техники из кванториума могут воспользоваться средствами спасения на воде. Примерить спас-жилет или маску «Самоспасатель». Узнают даже, как именно устроен огнетушитель и почему так важно при тушении пожара учитывать скорость и направление ветра. С кванториумом у нас тесное сотрудничество. Подрастающее поколение мы всегда готовы и ждем в подразделениях пожарной охраны для проведения соответствующих тематических экскурсий, занятий и дополнительных образовательных программ. Эта выставка стала первой в рамках Года культуры и безопасности, который в 2018-м объявило Главное управление МЧС. А это значит, что вопросам профилактики и обучения детей на площадке кванториума спасатели еще не раз уделят внимание. Любовь Лапина, Алексей Абрамов, телеканал Юрган.